Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина, его действие, будет ли он действовать в отношении вас? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух задайте ему свой вопрос. Будешь ли ты действовать? Каких действий от тебя ждать? И обязательно загадайте свой срок. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, троечки, все по троечке. Ну, тут мужчина и рад бы действовать, но, не знаю, третьи лица мешают. Либо его что-то смущает. Может быть, это треугольник, да, любовный треугольник. Может быть, у вас еще есть кто-то. Либо ему кажется, что у вас есть кто-то. Троечки. Он видит с вашей стороны троечки. У мужчины к вам интересное, конечно, настроение. Ревнует очень сильно. Четверку за спиной держит. Смотрите, девочки, если вы загадали на несвободного мужчину, то он не уверен, нужен ли он вам, захотите ли вы его, как вы к нему отнесетесь. Почему-то ему кажется, что вы не одна, что вы там мужиками жонглируете, выбираете, перебираете. А он ревнует очень сильно, у него прям сердце горит в огне. Если мужчина свободен, то у него на вас прям виды на четверку. Четверка — это пара, это семья, это жена. Он видит вас своей женой. Но опять же, мне идет, что он сгорает от ревности. Может, вы его там спровоцировали, либо ему что-то кажется провокацией. Не знаю, как будто бы вас другие мужчины окружают, либо вы в центре других мужчин. Либо ему кто-то рассказал, что у вас другой мужчина есть. Еще и не один, потому что здесь две тройки. Да, могли сказать, что у вас там везде одни эти любовники, да? Еще и несколько мужей в придачу. Ну вот, не знаю, запутался, боится, как будто бы замер. Он бы и рад, но горит сердце, видите, сердце в огне. Это ревность у него к вам, ревнует очень сильно. А вы ждете, чтобы он действовал, вы ждете и нервничаете, вы не понимаете, почему он так себя ведет. Шаг вперед и 10 назад. Либо просто, знаете, топчется на месте. Полушаг сделал и топчется, значит, топ-топ-топ-топ, да? Ни туда, ни сюда. Ну, странное поведение. Он вас не понимает, а вы его не понимаете. Как будто бы вам нужно сесть и поговорить. Поговорить и расставить все точки над «и». Без этого тяжело будет. Тяжело. Не знаю, он думает, что у вас есть мужчина. Сейчас я хочу на картах посмотреть. Еще и не просто мужчины, две тройки. То есть явно как будто бы у вас не один мужчина. Сердце в огне, ревность, безумная ревность. Но раз ревность есть, значит и любит. Да, он просто ни о чем другом думать сейчас не может. И поэтому так именно показали, что сердце у него в огне. А так он с вами спит и видит четверку. Четверка — это очень серьезно. Как серьезные намерения у мужчины, да? Более чем серьезные намерения. А еще он думает вам какой-то подарок сделать, но, как сказать, да, из-за этой ревности, наверное, откладывает. Почему он так сильно ревнует? Почему ревнует? Почему он вас ревнует? Ну, вы как птица. Разговоры. Смотрите, он видит вас действительно очень серьезной женщиной для серьезных отношений. Он хочет с вами бросить якорь. Но вы как будто бы в небе летаете, а он на земле живет, да, по земле ходит. И еще как ребенок, да, что вы как ребенок, что вы, ну, не знаю, увлекаетесь, интересуетесь, что вы такая, вот знаете, ну, как бы и вашим, и нашим, извините за слово. Какие-то разговоры за вашей спиной, и он эти разговоры слышит.
разговоры, что вы, наверное, со всеми общаетесь, либо у вас много женихов. Да, сердце в огне, как я говорила, ревность большая, метла. Но при этом, видите, вы его солнце, вы его счастливый случай. И вот четверка, вот она, видите, кольцо хочет вам надеть на палец. Во что бы то ни стало. Вот с женой он вас своей видит. Девочки, он для себя решил, что вы его жена. Но при этом вот эта ревность, она его съедает. Хорошо, давайте посмотрим, откуда эти разговоры, откуда верит. Почему он верит в эти разговоры? Что такое? Как? Потому что надо сомневаться в любимой женщине. Что происходит? Вы красивая женщина, вам завидуют очень сильно. Ой, завидуют те, кто рядом с вами находится, как крысы себя ведут. Поэтому эти крысы этому мужчине про вас гадости и говорят. Знаете, вот зависть пошла не только когда этот мужчина появился. Зависть как будто бы всегда была. Потому что вы самая необычная в своем окружении. Вы и красавица, и умница, и человек такой вот прям превосходный. И поэтому эти крысы, они всегда завидовали. Блядь. Вам всегда завидовали. Но когда этот мужчина еще появился, то зависть многократно усилилась. Две женщины вам завидуют. Эти две женщины, они явно к вам близки. И вот поэтому он им и верит. Да? Потому что, ну, как подруги, я не знаю, родственницы, кто там, близкие коллеги. И он такой, ну, они же не могут врать, да? Типа, они же ее хорошо знают. А может, они просто подошли к нему, подкатили и говорят, ну, ты типа хороший мужчина, мы хотим тебя предупредить, да, она такая, вот всякая, сердцеедка, мужчин используют, да, потом на потребу выбрасывают. Так, давайте мы с вами еще такой момент посмотрим. Почему сложилась вообще такая ситуация, да, что вы не говорите с друг другом, но мужчина верит в сплетни. Почему вы не говорите с друг другом? Почему? Из-за мужчины. Мужчина тут скрывает свои чувства, ходит круги наматывая, да, вот это ревнует сам себя, там, знаете, накрутил. Он, знаете, он как разрывается. С одной стороны, он думает, ох, лисица. С другой стороны, он думает, ну, это же моя лисица, я так ее люблю. Я ей все прощу. Мы довели мужика. А он верность вам хранит. Верность. Верность и молчание, да? А может, девочки, вы правду его провоцируете? Может быть, вы такая думаете, либо этих подружек послушались и думаете, я его сейчас провоцирую, да, может, действовать начнет. А он прям загоняется, у него сердце в огне. Ревность идет. От ревности и действий нет. Вот. А так он вас любит, очень сильно любит. И вот четверку с вами хочет. Ну, а вас видит в тройке, как будто бы вы с другими общаетесь. Ну, смотрите, мужчина, он неплохой. Но, с другой стороны, немножко вот неуверенный, да, неуверенный, либо впечатлительный, да, скорее всего, впечатлительный. Может быть, потому что действительно он вас хорошо еще не знает. Может, ему нужно с вами несколько лет прожить, чтобы понять, кто вы такая. Вот. Но тем не менее, уже четверка по поводу вас у него сложилась. Если он не свободен, вот вы четко знаете, да, он не свободен, то там ничего нет, там выжженная земля. Действительно ничего нет. Может, они просто живут, потому что живут. А может быть, ну, они там в бракоразводном процессе, да, пока он не закончился, пока он как бы числится женатым. Но там выжженная земля, ничего нет. Ничегошеньки нет. Никаких таких серьезных моментов нет. Видите, вот о чем он мечтает. Взять вас как за талию и пойти есть с вами конфеты. Радоваться жизни. Удивлять вас, радовать, держать в своих руках. Об этом он мечтает, этого он хочет. И надо отдать должное, что мужчина, он щедрый. Особенно вот если любит, очень щедрый. И он даже как, может быть, словами и не говорит про свою любовь, но он выражает в поступках, в подарках, в таких вот действиях выражает, да, свою любовь. Сейчас ему горько и сердце в огне, но видите, вот он в лодке, спешит к вам. Но он все-таки будет действовать чуть попозже. Да? Вот тот срок, который вы загадали, либо под конец этого срока, либо чуть попозже этого срока. Видите, в лодке в направлении вас парус расставляет. То есть все-таки он будет исполнять свои мечты с вами. А его мечта — это быть в паре, это быть семьей.
еще приплывет, девочки. Дайте ему просто время, дайте время. И опять же, если вы его провоцировали на ревность, прекратите это делать, наоборот, дайте ему понять, что вы его ждете, что вы в нем заинтересованы, что вы с другими мужчинами не общаетесь, не встречаетесь. Даже если такие разговоры там ходят, ему наговорили про вас, а вы, например, в своих соцсетях будете публиковать какие-то нейтральные, да, посты, фотографии там, без лишних мужчин, то он поймет, что это все была неправда, и вот прыгнет в лодку и поплывет к вам. Это не просто лодка, да, тут еще предложение он вам будет делать. Предложение, разговор очень серьезный. Парус — это исполнять мечты. Видите, он как раз в процессе открытия этого паруса. То есть он начнет свои мечты воплощать вместе с вами. Это радовать вас, дарить вам подарки и предлагать вам четверку. Не знаю, присмотритесь к своему окружению. Вот 2 женщины просто негодные. Просто вот такие подколодные змеюки, крысы 2. Вот, вам бы с ними подальше, не общаться, да, либо сократить общение до минимума. Понятно, что разные ситуации бывают. Если вы коллеги, то невозможно не общаться, но хотя бы уже там без личных каких-то моментов, и чтобы они про вас там особо ничего не знали. Вот именно 2 женщины мне идут, 2. Они вместе, они как вместе общаются, я не знаю, вот как-то они под ручку ходят, да. И очень они вам завидуют, всегда завидовали, а сейчас еще больше стали завидовать, когда поняли, что этот мужчина, имеет на вас серьезные виды. Счастью вашему завидуют, и тому, какая вы есть, завидуют. И еще вам тут предупреждение по поводу какого-то усатого мужчины. Усатый мужчина, он нечестный мужчина. Он обмануть может, он обидеть может. Подальше, поменьше. И не верить этому мужчине. Мужчина носит усы. Плохое задумал. Да? Вот какие-то крамольные, преступные мысли у этого человека. Вот. Не доверяйте. Не доверяйте, проверяйте, а лучше дел не имейте. И также, мои хорошие, я вижу, что вы совсем скоро получите очень хорошие новости. Это касается либо вашей работы, либо вашей учебы, либо, может быть, каких-то заработков. Да. Очень хорошие новости к вам идут. Может быть, даже и предложение хорошее. Может быть, просто новости, опять же, связанные с работой, повышение. Может быть, на должность вас пригласят, на новую работу. Может быть, там в учебе, да, какие-то там возможности появятся. Вы все разные. Вот ждите этих новостей. Они уже к вам подлетают, буквально подлетают. Тот срок, который вы загадали, вы их точно получите. Да, получите. И еще про бывшего показывают. Уж не знаю, как он тут к вам попал. Бывший, который, что-то делает. Вот он делает что-то с вашей то ли фотографией, то ли вещью. Может, какой-то приворот на вас делает. Либо еще что-то. Очень обижен на вас бывший. Просто невероятно обижен. Считает, что вы плохо с ним поступили. Уж не знаю, кто из вас прав, кто виноват. Винит вас в разрыве, считает, что вы плохо поступили. И что-то он делает с вашей вещью, либо фотографией. Очень похоже на приворот, присушка. Вот, поэтому повнимательней. Я не могу... давайте сразу посмотрю, сработает или нет. У него есть желание вам отомстить, у вашего бывшего. Уж не знаю, что там между вами. Какие-то мужчины пошли мстительные, подозрительные, мстительные. Голову морочить вам хочет. Либо, знаете, как-то отомстить вам хочет этот бывший. Никак смириться не может с тем, что он стал бывший. А вы все правильно сделали. Мужчина никчемный был. Бывший этот ваш, да? Даже если это был бывший муж. Нет, не пара он вам. И его словам не стоит верить. Присушка. Нет, не сработает его присушка, привязка, либо там, может, порчу на вас сделает. Нет, не сработает, абсолютно не сработает. Нет, не бойтесь. Единственное, что не идет, что он вам голову как-то еще может ухитриться поморочить.
Долго еще он от вас отстать не сможет, долго вас как преследовать будет, либо думать о вас очень долго будет. Но тем не менее, если есть возможность у бывшего забрать вещи, либо заблокировать бывшего, чтобы у него не было доступа к вашим, там, не знаю, фотографиям, допустим, в соцсетях, делайте. Делайте. И чем раньше, тем лучше. Да, потому что будет еще вас бывший преследовать. Он вроде пропал, да, но он постоянно о вас думает, очень обижен на вас, может еще появляться. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.